Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Роль учителя в истории. Масштабная мультимедийная выставка открылась в историческом парке как раз ко Дню учителя. Сразу несколько школ и учреждений доп. Образования в Тампонском районе перевели на дистанционное обучение. Глава Якутска поручил усилить отлов безнадзорных собак перед стартом всероссийской переписи населения. Насколько справляется с нагрузкой пункт передержки. Роль учителя в истории. Под таким названием в историческом парке «Россия. Моя история» в Якутске открылась масштабная мультимедийная выставка. Современные цифровые технологии экспонирования позволяют рассказать и показать посетителям музея, кто такой учитель, как эволюционировала профессия на протяжении веков и насколько она важна для настоящего и будущего. Экспозиция разделена на тематические секции, которые рассказывают о текущем состоянии образования в цифрах. Кроме того, на выставке можно познакомиться с учителями, которые в разные эпохи сыграли важную роль в истории страны. И все это сопровождается уникальными архивными фотографиями. Всем посетителям, я думаю, будет не лишним узнать, с чем связана работа учителя, еще раз погрузиться в этот дух образования нашей страны. Он здесь представлен силами художников, силами большой команды видеографов и других специалистов, которые дали нам такую возможность. Конечно, этот проект не был бы возможен без поддержки Министерства просвещения Российской Федерации и нашего федерального оператора Фонда гуманитарных проектов. И мы очень гордимся тем, что эта выставка представлена здесь, в Якутске, среди тех 13 городов. А всего у нас 23 исторических парка в России. Вот среди этих городов мы присутствуем и даем возможность нашим посетителям увидеть эту выставку. А тем временем 4 средние школы и столько же учреждений доп. Образования Тампонского района из-за роста заболеваемости коронавирусом, а также гриппом и ОРВИ перевели на дистанционное обучение. Решением районного оперштаба срок вынужденного домашнего обучения продлится до 10 октября. Школы переведены на дистанционное обучение до 11 октября. И в течение обстоятельств будем смотреть, будем продлевать, либо снимать дистанционное обучение. Малоимущим категориям семей планируется выдача сухих пайков. Стоимость питания определена по району 190 рублей на одного ребенка. Прививку от гриппа получили более 85 тысяч жителей республики, в том числе свыше 37 тысяч детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. Иммунизацию проводят вакцинами «Савигрипп» и «Ультрикс Квадри». Всего в Якутии планируют охватить прививками 60% населения. Это 217 тысяч детей и 360 тысяч взрослых. Вакцинацию против гриппа могут пройти бесплатно граждане, входящие в группы риска. Это переболевшие коронавирусом дети, начиная с 6-месячного возраста, студенты, граждане старше 60 лет, беременные женщины, призывники, лица с хроническими заболеваниями и граждане, работающие по отдельным профессиям. Перейдем к эпидобстановке. В целом в регионе еще 224 человека заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки, из них 124 в Якутске. В Мегино-Кангаласском и Чурапчинском районах по 10 случаев заболевания, 8 в Нерюнгринском районе, в Алданском 7, по 6 заболевших в Ленском, Мирнинском и Хангаласском районах. Еще в 20 районах республики от 1 до 5 заражений. Ревакцинацию от коронавируса в республике прошли более 12,5 тысяч человек. Также первый компонент вакцины получили 354 тысячи якутян, среди которых почти 67 тысяч старше 60 лет. На данный момент использовали 68% от общего объема вакцины, поступившей в Якутию.
К другим темам. Развитие малой авиации нуждается в поддержке. Об этом сегодня говорили на пресс-клубе парламента Якутии. Это не первый раз, когда народные депутаты поднимают этот актуальный для региона вопрос. Сегодня, благодаря их совместной работе вместе с представителями бизнеса и регионального Минтранса, проработан вопрос доставки грузов с помощью малой авиации в труднодоступные населенные пункты. А со следующего года, если региональные власти совместно с федеральным центром проработают данный вопрос еще более детально, малую авиацию подключат к перевозке пассажиров. У нас создана рабочая группа при Государственном собрании ЛТМ по развитию малой авиации в целом. В августе месяце она была создана, и я назначен ее руководителем данной группы. Мы готовим предложение в государственный бюджет республики. Какую сумму туда вносить? Вносить ли только на аэродромы, на закуп новые виды техники, наземное оборудование, которое должно быть, либо это должно быть просто, как говорит предприниматель, не мешать, мы и так сами развиваемся. Но тем не менее, значит, без поддержки государства, без поддержки республики малой авиации сегодня не быть, потому что большие расстояния, и мы должны создать, наверное, сеть, целую сеть, опорную сеть, которая сегодня уже создается на базе полярных авиалиний, на базе аэропортов Севера, на базе муниципальных аэропортовских взлетно-посадочных полос. Ремонтные работы на региональных автодорогах с начала сезона выполнили более чем на 70%. Речь идет о работах по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К концу октября дорожники намерены отремонтировать 221 километр дорог. В первой декаде октября планируют ввести в эксплуатацию 7 объектов протяженностью свыше 102 километров. Остальные 15 объектов будут сданы до конца текущего месяца. Еще один объект был сдан в сентябре, говорится в сообщении. Кроме того, планируют установить более 2500 дорожных знаков на автодорогах Амга, Абалах и Борогон. Также до конца года на строительство автомобильных газозаправочных станций в Якутии направят около 24 миллионов рублей. Инвесторы смогут получить возмещение части затрат на возведение объектов. Это поможет компаниям окупить убытки от работы станций в первые годы их существования и сократить срок окупаемости, сообщает пресс-служба Минпромгеологии Республики. Добавим, что на сегодня правительством региона поддержан законопроект, допускающий предоставление земельных участков под строительство газозаправочной инфраструктуры без торгов. Кроме того, для стимулирования перевода автомобиля на газ гражданам, индивидуальным предпринимателям и организациям снижен транспортный налог до 50%. Глава Якутска Евгений Григорьев поручил усилить отлов безнадзорных собак перед стартом всероссийской переписи населения. Особое внимание служба отлова обратила на частный сектор. О том, справляется ли пункт передержки с поставленной задачей, расскажет Сарглана Неустроева. Основной этап переписи населения стартует 15 октября. Эту 12-ю по счету перепись специалисты называют последней бумажной и первой цифровой. Теперь отметиться можно самостоятельно через портал госуслуги или в любом отделении МФЦ. Тем не менее, в труднодоступных районах работники службы государственной статистики все еще действуют по старинке. Переписчики будут работать не на бумажных, а с планшетами. На бумаге останутся те районы, где плохая связь, дороги и так далее. Там будут переписаны, ну и уже переписались на бумажных, но они все равно, эти данные вводятся в планшеты, где уже заложена программа вот по этим листам. Между тем, механизм работы переписи еще не настолько продвинулся, чтобы переписчик и вовсе перестал ходить по адресам. Здесь главная проблема – частный сектор. Как правило, в таких районах много собак на самовыгуле, которые могут представлять потенциальную опасность для переписного персонала. Конечно, боимся, так как я с Табаги, у нас очень много частного сектора, да, где действительно очень много собак, но мы работаем с населением, мы их предупреждаем о том, что будут ходить переписчики, и просим, чтобы они своих собак держали на привязи, чтобы можно было зайти в ограду и дальше пройти в дом. Для того, чтобы облегчить работу переписчиков, глава города Евгений Григорьев поручил усилить отлов безнадзорных животных. Тем не менее, работа эта проводилась и ранее. Только за последний месяц пункт передержки принял 286 собак. По закону через месяц они снова будут выпущены на улицы города.
Будет одна бригада работать четко по графику, а вторая бригада будет отрабатывать частный сектор. Именно вот там, где проблемные зоны, где часто они, собачки, встречаются. Попробуем, но очень много там наших чипированных уже собак, то есть это прошедшие программу ОСВВ, поэтому их, естественно, трогать никто не будет, их кормят там какие-то жильцы домов рядом стоящих, поэтому собаки на каких-то кураторствах уже у всех. Не стоит забывать и о сезонном увеличении популяции безнадзорных животных. Так, по словам Екатерины, система чипирования собак поможет только в долгосрочной перспективе. И то, если не вмешается один очень важный фактор – недобросовестные хозяева, чьи питомцы, будучи на самовыгуле, могут оставлять бездомное потомство. Здесь нужны строгий закон, строгое наказание к тому, чтобы люди уже побаивались выпускать своего питомца на самовыгул. Была планерка, общая, и я попросила, чтобы в перепись населения вошли, помимо людей, вошли и животные, переписали, там поставили где-то галочку кот-собака, к примеру. Сейчас раз в 10 лет такое бывает, уникальная возможность именно сейчас ей воспользоваться. Мне отказали, сказали, это направлено только на людей, но я считаю, этот вопрос вообще надо рассмотреть. А пока возможность иметь домашнее животное в республике никак не отрегулирована, сотрудники пункта передержки продолжат работать по всему городскому округу и пригородах Якутска. Как признается Екатерина, многие собаки в пункт передержки возвращаются уже самостоятельно и практически считают его своим домом. Сарглана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск. Идем далее. В Амгинском районе ввели в эксплуатацию новое здание клиентской службы Пенсионного фонда России. В клиентской службе работают 18 человек. Коллектив в основном состоит из молодых специалистов. Руководитель Алима Черноградская. На сегодняшний день в Амгинском районе свыше 5000 пенсионеров, более 1000 федеральных льготников, около 2000 обладателей материнского капитала. Пенсионный фонд предоставляет более 30 государственных услуг, ежегодно внедряют и новые проекты. Строительство здания было начато в апреле 2020 года. До этого клиентская служба располагалась в деревянном здании 1994 года постройки. Старшее поколение амгинцев, клиенты пенсионного фонда, пенсионеры, инвалиды, будущие пенсионеры и застрахованные лица, а также обладатели материнского семейного капитала теперь имеют просторное и удобное здание для полной реализации своих гражданских прав. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.